Мен дүйті? Үйлесі менді қарута? Гемуга? Гемуга гиже хару екхін бол жана, эси гиже гарвы гиже. Баснегдакчы. Үйлесі менді қарута? Как бы ни перезимовали, все равно всегда ответ был такой, что да, благополучно мы перезимовали. Ну, на судьбу жаловаться было не принято. Вот. И, как я в прошлый раз вам говорил, сильно говорить, что я очень хорошо живу, тоже так не говорили, да? Ну, нормально все. Гемуга, энтерго, хуучарын, игат, тигат. Вот эти обычные ответы такие были, нейтральные, средние. На үйлесі цуғар гем шалтыкуга амулын гарчывыдын. Эндір мадыны дектірер олқыла таудыкчы кичаляны кілхівидін. Таудыкчы кичал. Тегат, хамгин түрінде. Мне бы хотелось сделать одну работу с вами. Вот вам предложение. Понятное предложение? А? Все понятно? Можете вы так сказать? Такую фразу произнести? Может быть и можете, да? Теперь нам нужно что сделать? Теперь нам нужно отследить то, что вы не можете. В данном случае вы не можете, вот, например, суффиксы, окончания добавлять. Это то, что вы говорите, грамматику мы не хотим учить. Падежи мы не хотим учить, там, причастие мы не знаем и так далее. Научите нас просто говорить. Ну как это так? Не получится, да? Вот эти, например, сейчас я здесь каждую интересующую нас частицу отмечу. Раз, я вот так буду отмечать. Два. Даже не так. А вот так. Вот видите, сколько получилось аффиксов разных, да? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. В этом предложении существительные есть. И в этом предложении мы смотрим, здесь можно рассмотреть 3 падежа целых. В этом мы с вами прошли, поэтому я вот обозначаю. Я вот с этой стороны мне стать, чтобы там видели, или как здесь стать, там. Дюкюкін кесін кәмбі? Переведем сначала. Дюкюкін – младшая сестра. Үстәтсә – молочный чай, калмыцкий чай. Эйджин – эйджи бабушка. Үстәтсә, опять, да? Сен – лучше, в данном случае, хороший. Но в данном случае как лучше переводится, да? Вот вам предложение, где есть сравнение. Сравнение. Вот это окончание ас-эс используется. Второе значение у этого окончания когда? Когда мы сравниваем предметы, да? Вот. Үстәтсә, именительный падеж. Үстәтсәғәсе, ғарықчы кейскүр, сән. Вот такая конструкция. Цәғәсе, сән, если вообще просто сделать. Не распространен. Цәғәсе, сән, вот конструкция. Да? Телефон, телефоғасы, сән, да? Теркөйін, энкөйінәсі, чиділ, чиділтә, да? Теркүйкін, энкүйкінәсі, өндір. Тері күйкін, күйкінәсі, өндір. То есть в одном случае в именительном падеже существительное, в другом случае добавляется ас-эс. Вот. Это понятно. Это я объяснил окончание ас-эс. Цәғәсе. Как произносится, как пишется. Вот вам цә, корень. Односложное слово заканчивается на гласный звук, да? Окончание начинается на гласный звук. Поэтому между ними нужна вот такая согласная, видите? И еще правило, если односложное слово, то это гласное становится долго. Цәғәсе. Сөғәсе. Потому что мы же не можем сказать сөәсе. Окончание не с, а с. Поэтому между ними нужен согласный звук г. Интерфик называется. Цәғәсе. Медгижаны? Юнасы цәғәсе. В данном случае, еще раз повторяю, окончание ас-с выступает в роли, когда мы сравниваем предметы. Еще одно значение у этого окончания какое? Исходный падеж называется. Откуда начинается действие, да? Хур-ла-се, да? Еще хора-га,
с, из комнаты имеется в виду, да? Вот. Толгағасы, да? Толгағасы. Вот. Это понятно. У нас вот слово, одно слово, да, в исходном падеже. Дальше, вот это слово разберем. Üste. Üste. Начальная форма какая у этого слова? Üsün. Üsün. Üsün гисін? Молоко и üsün гисін? Волосы, да? Üsün. Юта. Что имеет? Üste. С молоком переводится, да? С чем? С молоком. В данном случае, если мы добавляем окончание та-та, у нас звук «н» теряется, да? Не «üsünte», а «üste». Көвін, не «көвünte», а «көвüte». Мөрін, не «мөрінте», а «мөртәкүн». Это где? Машин, «машита». Телефон, «телефота», в конце концов. Күйкін, «күйк». Не «күйкінте», а «күйкте». «Н» убираем, да? Это правило вот, совместного падежа. Кента юта. И еще раз. Üstәтся. Видите здесь? Чай с молоком. То есть значение какое? Что с чем чай, да? Или признак, но это же не признак üste. А что имеет? Молоко внутри себя имеет. Вот üstәтся. Так, второе правило объяснили. Третье. Где у нас еще? Вот это тоже üste здесь. Вот теперь еще один падеж. Это у нас был совместный падеж, это у нас исходный падеж. По-калмыцки, если хамцулыкче, это гарыкче. Теперь еще один падеж мы с вами уже изучили. Это родительный падеж. По-русски, по-калмыцки törükче кийскур. Окончание ин. Еще окончание говорите. Не и а или э. Көвün, кене, көвü, не. Күйкін, чей, девочки, күйкне. Ну, давайте на «н» еще. Мөрін, мөрне, хэн, не, окончание «аэ». То есть «аэ» добавляем после звука «н» в словах первого склонения, которые заканчиваются на звук «н». Второе. Вот слово «эджи», заканчивается на гласную, только не на «н», а на другую гласную, например, ну вот гласная «дж». В таком случае какое окончание добавляется? Ин. Эдже. Эджин. Вот окончание у нас, да? Эджин. Козл дур. Очки бабушки, да? Эджин борцик. Есть такое выражение, да? Эджин борцик. Если кембе эджин борцик, ну, обращение к малышам, да, обычно. Эджин. Так, эн юмбе? Сандл. Эн юмбе? Ногой показываю. Это ножка стула. Как сказать? Сандлын. Ну, көле ольжана. Эн юмбе? Тохавче. Сан юна. Сандлын. Тохавче мой. Это где? Вот. Вот это не знаю как. Нургун, наверное, какой-нибудь. Так. Эн юмбе? Цасын, пускай будет цасын, или же девтер кене, бакшин цасын, если где мини цасын, багше, багшин. Вот вам падеж на окончании ин. Это где бакшин, эджин. Еще какой пример? Ну, давайте. Самбрин пусть будет, пасе. Девтрин, эцкин, экин и так далее. Теперь что означает вот эта буква «м»? Мини. Эджин. Понятно, эджин, но это может быть любой бабушки, не обязательно вашей. А если «м», то моей бабушки. Эджиным. Произносится иногда эджим. Два «м» может произноситься, но грамматически эджиным. Ну, юмбеля, эджиным, ца и так далее, да? Понятно. Мини-эджин. Можно без этого сказать, но добавить местоимение мини. Мини-эджин üstetse. Мини-эджин. Если где мини-эджиным üstetse. Вот, значит, так должно быть. Вроде бы все объяснил. Ну, эджин, кюкна, это то же самое, да?
кюкненим, эджиним. В родительном падеже у слов, которые заканчиваются на звук «н» в первого склонения, ну, если я не знаю, запомнить, когда мы хотим добавить частицу лица, второго, первого или третьего, здесь обязательно должна присутствовать согласная. В данном случае «н», как вот в этом случае «г». Но здесь только один раз добавляется в родительном падеже. Кюкне, не просто мы, не кюкнем, как любой может сказать, кюкне, да? Если бы этого правила вы не знали. Вы сказали кюкнем. Кюкнем. Произносит два «м», но пишем «не». Кюкненим. Только один раз вот этот звук «н» добавляется. Кюкнен чин. Только в родительном падеже добавляется. Ничего сложного нет, нужно просто запомнить. Кюкне, правильно, да, было в простом? По-простому, да? Если моей, то кюкненим. Если твоей, то кюкнен чин. Если его, девочки, кюкне не и не. Кюкнен, два «не» получается. Это где «не»? Кюкнен көвін. Как переведем? Сын его или их там дочери, да? Кюкнен. Көвінен гере. Дом их сына. Көвінен. Третье лицо «не» и второе лицо «чин». Это единственное число. Мы рассматривали множественное число. Если множественное, то нашей МДН было бы, да? Это уже если добавлять, бардак получается. Но вы сами для себя отмечаете. В множественном числе третьего лица не остается, а здесь было чин, единственное число. В множественном числе стало тын. Кюкнен тын, вашей дочери. Кюкнен чин, твоей дочери. Понятно? Все? Понятно. Объяснил? Объяснил. Давайте, прежде чем объяснять правила второго урока, нам в любом случае надо прочитать слова. Так же? Словарную работу надо провести. Правильно прочитали или нет, во-первых. Во-вторых, посмотреть значения, может, какие-то у вас там вопросы возникли. А то мы сейчас начнем разбирать, спрашивать, а у нас здесь новые слова появляются. Может, кто-то и не прочитал. Так. Новые слова. Шинигмит. Я буду читать, будем смотреть произношение и так далее. Вы следите. Эльгин садн. Л мягкая. Эльгин садн. Да? Как в транскрипции. Эльгин. Эльгин садн. Вот. Родственники. Так. Кеду. Кеду гисн. Сколько. Кеду цак. Кеду менгин и так далее. Бяхе. Вот вам появился глагол. Бяхе. В начальной форме бяхе. Что делать? Как переводится? Есть в смысле быть, а не есть. Да? Находиться, быть, жить. Бяхе. Би, ну это, с этими местами мы встречались. Я. Селян. Селян гисн. Село, поселок. Хотн еще мы говорим, да? Калмыцкое слово хатон. Хотн. Так. Мадн. Мадн гисн. Это мы. Балхсын. Балхсын гисн. Город. А Хотл Балхсын? Хотл Балхсын столица. Хотл Балхсын. Так. Насын. Насын возраст. Насын. Утнасын. Батнасын. Какие еще у нас есть имена? Утнасын, Батнасын. Все, да? Все? Два? Нахцхе? Нет, неправильно сказал. Нахце. Нахце. Нахце АВ. Нахце ЭДЖ. Нахцхе. Нахце – это родственник по матери, да, по материнской линии. Так, а по отцовской? Авге. Авге. Альд. Вопрос альд. Где? Тут же рядом есть такой же вопрос, перевод такой же. Хама. Альд, хама. Одинаковые два вопроса. Ода. Ода, знаете слово? Ода кеду цак больже. Ода. Ода ирхе. Сейчас придет. Кезене. Кезене гисн. Давным-давно или же когда-то там. Непонятно когда. Кесиг.
Кесик. Немало или много, да? Кесик. Амтнирджи. И так далее. Олн. То же самое, много. Олн. Цен. Транскрипцию смотрим, да, не цене, а цен, да? Цен, мало. Цен. Цаг. А здесь к написано. Цаг. Цаг, наверное, все-таки. Время. Цаг. Хош. Хошы кесін үгімедігіне тадынды. Хошы кесін кері, одакі малы халядық тиім керуені. Хошы кесін, да? Чабанск стоянка жен. Малы. Малы. Мал. Зюсін. В данном случае зюсін, не зусін. Зусін это клей, а зюсін масть. Здесь есть такое еще одно слово со словом зюсін. Зюсін масть, да? Мы еще... И второе значение этого слова зюсін разнообразие. Олн зюсін. Знаете такое? Олн зюсін. Разные гисны. Так, где я остановился? Мөрн. Ну, я думаю, мөрн все знают. Темен. Цар. Цар гисін вол. Ну, кезана тиімі малмуд бәсім болжана. Халимгудты. Так, холлы. Холлы. Холлы далеко. Холлы. Эрхын. Близко. Авгы. Это дядя по отцу. Гага. Тетя по отцу. Мы на прошлом занятии эту работу проводили, ну, в качестве повторения. Джиль. Джиль гисн. Год. Джиль. Энджиль. Вот видите, произошло просто соединение эне, джиле, этот год. Получилось энджиль в этом году. Төль. Ну, подождите, төль. Төль, наверное, да, я как төле сказал, да? Но здесь в данном случае, в этом случае, наверное, не важно, төле или төль. Төль гисн приплод. Тугылхэ. Тугылхэ гисн телица. Хургылхэ. Хэн хургылна, да? А юн тугылна? Үкір туғылына. Так, туғылхы, хургылхы, кичкілхы. Байын. Байын кесін богатый. Баячут кесін богачи. Зе. Зе это внук по дочери и племянник, то есть дети сестры. Зейнер. А че это дети сына и племянник, то есть дети брата. Ачныр. Ачныр зейнер обычно мы говорим, да? Племянники. Берген мы уже это слово встречали. Берген гисн старшая сноха. Бере гисн это невестка сноха. Нахцхе вот появился дядя по матери. Одахн недавно. Вот еще есть слово интересное. Бар. Не в смысле барс, барджили, а бар это печать. Полиграфическая, в смысле полиграфии, да? Это печатное издание. Бараса гарчегисн напечатан. Так, санг. Неправильно опять произнес. Санг. Санг хранилище. Номин санга. Номин санга гисн научная библиотека. Дектрин санга библиотека. Дектрин санга хранилище книг гисн. У нас на университетской библиотеке, по-моему, написано номин санга. На Амур-Санане я видел дектрин санга. Так, дангин. Дангин всегда. Мы говорим ондин, дервин цакте, или же синоним можно привести дангин. То же самое будет. Ондин, дангин, всегда. Дангин, дервин цакте. Постоянно, да. Тугл, теленок. Мерхе, мычать. Хургын, вот ягненок, и хургын это палец, да? Мельхе. Л мягко, мельхе, мельджана. Мельхе, блеть, мяукать. Эмгын. Эмгын старуха веч. Эвгын. Старик, да? Кере. В степи и еще по-другому. Текте. Текте тоже в степи. Тегисн степь, да? Текте и кере. Наречие как кере. Ага. Гархе. Выходить. И гархе еще
родиться, да? Көң қарча кисін? Родился сын, да? Дала. Во-первых, это как числительное, это много дала. И во-вторых, значение дала, это океан. Теперь вот здесь ниже посмотрите комментарии, кое-какие есть. Устойчивое выражение уже, да? Нахце эже, нахца авы, нахце экче, авғы бергін, нахцы бергін, жена дяди, дектрин сангы, вот мы прокомментировали, келинді орхы. Начинать говорить, да, келинді орхы. Но это в смысле о маленьких детях, да, келинді орджана говорит. Арвын – родовое деление у калмыков. Ну, давайте почитаем. Вот здесь у меня в начале этого урока есть несколько диалогов. У вас тоже должны быть. Да? Между прочим, интересные диалоги. Давай, ты читай, Санджи. Читай. Ты будешь кто, Эльзата или Нимгир будешь? Кто ты будешь? А у нас Эльзата, может, есть? О, смотри, сколько вы. Да? Ну, давай вы читайте. А Нимгир есть? Случайно? Нимгир нету? Ну, давай ты будешь читать. Омыштын, Эльзата? Нимгир тана өркі бүлтін икие, кеді күн бәні? Мана өркі бүлді зорған күн бәні. Эже аба қойыр, әкі әскі қойыр, әкче бұлын бей. Эжін авын... Не торопись. Эже авын күн селенде бәні. Мадын балықсында. Мана өркі бүлтін манағас ики. Так, 3 ошибки я насчитал. Давайте исправлять будем. Теперь следи, как я читаю. Мана өркі бүлді зурған күн бәні. Эджи авы хойр. Здесь одна ошибка была. Эджи авы хойр. Ты сказал, ты долго не произнес. Эджи авы хойр. Это важно. Экецка хойр. Экче болын би. Эджи авмыдын. Эджи авмыдын. Эджи авмыдын. Селянды бәні. Мадын балқсынды. Да? Тана өркі бүлтін, а не бүлтін. Л было произнесено твердо, да? Тана өркі бүлі. Бүлтін. Не манағас, а манағасы икие. Еще раз. Тана өркі бүлтін манағасы икие. Понятно, переводить нужно? Не нужно? Не нужно. Новая тема, выделенная жирным шрифтом. Еще раз повторяю. Следующий вопрос, Эльза Томштин. Ик может прочитать кто-нибудь так же? Мы так не проем. Мы читаем ике. Да? Эджа авы хойыр, эке эцке гурвун дүкөвін бәәнне кежіне. Омышы немгір? Эже авын кеду наста. О, эже авын кеду наста. Моғала эйджім дәмін әмді, заған нақсы эйджім жүрді, санчы нақсы ауын жүрін бекті. Жүрін екті. Ноғала эйджім тәвін нәмті. Кеду? Манақсы тәвін нәмті кесін? Саған нақсы эйджім жүрді. Жүрді кесін? 60. Санчы нақсы ауын жүрін екті. Әдік жана немгір? Эдін альды бәні. Эдін альды бәні? Где они живут, да? Эльзата? Ода Эдін эльсті бәні. Сейчас они проживают в листе. Еще раз, пожалуйста. Как-то ду ты неправильно говоришь, а? Чини гурун ду көвін икие? Чини гурун ду көвін икие? Санчыр нилхе. Арылтан нәмін наста сумян тавта, хамген дүн олқыла санчыр нилхе кежені. Тана өркі бүлтін зөверікі бәжі. Нәмін үрті. Эджін өркі бүліне. Үйнасыйкі. Мана эджі нәмін үрті. Нәмін үрті кесін? 8 внуков. Ой, не внуков, детей. Еще раз. Баснек дакч.
Юрта, а? Не торопись, я тебе говорю. Кезене, кесі гүрта улыс олын бәжі. Ода халмық улсын өркі білді үрін цен. То есть в современной калмыцкой семье детей мало. Одан сагин өркі бөлі тиімі. Эгижена ода цагин өркі біле тиімі. Я так думаю, что вам нужно, друзья мои, читать и вслух побольше. А то так не пойдет. Вы только упражнениями, может быть, ограничиваетесь. И получше надо все-таки уже уметь читать. Это где? Диалог понятен? Теперь объясняем. Вот смотрите, есть такое предложение. Ноғала эйджим тавин нәмті. Нашли? Цаган нақцы эйджим жирті. Нашли, да? Санджа нақцы авым жиринекті. Вот одно было предложение. И следующее, еще одно предложение есть. Арылтан нәмин наста. Сумьян опять тавта. То есть, что я хочу здесь отметить? Здесь не надо произносить слово джиле, год. Здесь не обязательно произносить слово насын, возраст. Если после числительного, или в числительном, вернее, есть суффикс та или т, то это уже говорит о возрасте. Арв та. Арвта гисн 10 лет, да? В данном случае правило вспоминаем. Если заканчивается на н, если добавляем та, то у нас н исчезает. Арвта. Мы можем не говорить насын. Или же можно арвын нас, наста. Или просто арвта. Это уже становится понятно всем, что речь идет о возрасте. Арвта. Медгджаны? Медгджаны. А вот здесь во втором предложении, видите, арылта нәмин наста. То в данном случае числительное остается неизменным, но добавляет слово наста. Еще есть, давайте вспомним тогда числительные. У нас все равно первая тема – это числительные правила, вернее. Втроем, ну что, улн суффикс, да? Улн, собирательный числительный. Вдвоем, ойурн, втроем, гурвулн, пятером, тавулн, улн, юлн суффикс. Так? А есть еще ограничительный числительный. Всего 3. Тавхын, гурвхын. Вот суффикс, гурвхын. Некхын. Всего один. Некхын. Так, ну, это вот что касается. Теперь давайте что? Второй диалог почитаем. А? Здесь кто, Занда есть? Что, Занды нет, что ли? Намджил есть? Яғыла. Бәне намджил? Нәхт көйкен умш. Умштын тақойр. Занда намджил хойр. Еще раз. Как это? Не торопитесь. Тана авин хошта ямара мал бәне. Хару өктін көйкен? Не зюн, а зун. Нег көкшін цар бәне. Мингын хэн. Сколько овец? 1000. Тәвін мөрін сколько лошадей? Зун үкір 100 коров. Занда умшцаран? Еще раз. Хош, да? Хоше? Хош, да? Ну ладно, мне нравится хоше. Так, дальше. Ну читай как-то, еще раз прочитай. Вообще грамматически, что там в словаре, найдите, как там. Хош. Давайте читать по правилам. Хош. Селянас холые? Ага. Өрхым бише? Не близко. Зövер холы. Зövер гисін довольно-таки значительно далеко.
Так. Хошты кембене. В данном случае нужно акцент поставить на какое слово? Ударение. Хошты кенбене, а вы немножко не так сказали. Вы на бене, или бене, или не бене. А вы авгэ, ахэ, гагадырын. Сейчас объяснять будем. Дальше. Ямаран настаулсов. То есть спрашивает о возрасте дяди и тети, да? Авгэ гучта гисин? 30. Гага хырын нәмта? 28. Дальше. Энджелин төлі ямаран? Энджел олын үкір құбылжы, хөт құбылжы. Олын или кесік? А что у меня кесік? Да? Энджел кесік үкір тұғылжы, олын хэн құрғылжы. О, сен. Что-то ты о неправильно, мне кажется, сказал. О, сен гижена. Чини аучин ербайын күн. Опять эти имя. Это имя. Вот им кевер, умшхамбля. Так, теперь давайте на основе вот этого диалога кое-что объясним. Опять, что касается, минуточку, что касается числительных. Вот смотрите, в каком предложении я видел? Дервин где? А, вот. Авгэ, авэ, авгэ, ахэ, гага, дервин. Числительное может выполнять функцию какую? Числяем правила. Где у нас здесь? Вот. Вот. Количественные числительные могут иметь значение обобщающего слова. Эмгин, эвгин, хойр. То есть и. Старик и старушка. И. Или же барс чоне арате, темен, дервин. Не дервилин, дервин. Так, дательно-местный падеж. Как образовывается? Читали правила? Читали. С помощью окончания «д» или «т». Заметьте, как он переводится, этот падеж, «эгикче кискур», на русский язык как переводится «эгикче кискур»? Дательно-местный, через дефис, так же? То есть, вот именно вот в этом названии падежа уже значение. Именительный падеж так имеет на вопрос «кенде», указывают на местонахождение, во-первых, местонахождение, и, во-вторых, уже направленность действия. Местонахождение. Эльст, д. А мы здесь как перевели, как? Кому есть, да, слово перевод? Кому? У кого? Вот это внимательно читайте перевод, вопрос, как переводится? Кому? Второй перевод, у кого? Или еще здесь даже есть такое, как где? Кому, у кого, чему, в чем и еще где. Видите как? Вот. Местонахождение. Альде, Москва, Д. Альде, Хора, Д. Альде, Селен, Д. Юнде, Хаутхте. Хаутхте гисін? Хаутхте гисін? Карман. Юнде. Юнде она хаутхте. В кармане. Это уже направленность действия, да? Ой, местонахождение. Дальше. Окончание «д». Вот здесь всегда, часто очень задают вопрос, какое окончание добавить, «д» или «т». Вот внимательно смотрим. Если слово заканчивается на «в», «б», «с», «г», «р», «д», «ш», то добавляется окончание «т», а если на все остальные, то добавляется окончание «д». И все, здесь даже «эркабильде». Так. Эркебильде, хоште, кюкенде, хашаде. Понятно, ведь правило я правильно объяснил, нет? Всем понятно? Все, вопросов нет. Теперь следующее правило. Глагол теперь, вот, что вы хотели. Инфинитивная форма глагола, гиснет, начальная форма глагола. Всем понятно, да?
совпадает в калмыцком языке с будущим временем глагола. Это не значит, что это будущее время. Ну, иногда и значит, конечно, ну, совпадает. Я же сказал. Гархе. Выйти, бяхе, войти, орхе, войти, бяхе, быть. Вот два глагола, да? Орна. Давайте фразу какую-нибудь. Орна. Хур орна. Цасын орна. Еще? Школды орна. Кöyün школды орна. Бичкün кöyün школды орна. О, школды орна. В школу ходит. Да. Ну, все равно, да? Орна. Ну, школда орна, школу орна. Иногда вот этот суффикс, окончание «д» выполняет роль направительного падежа. Такой тоже встречается. Так, в данном случае мы орна разбираем. Настоящее время. Действие происходит в настоящем времени. Кövün умшна. Оютун ике сургульде орна. Так. Теперь слово ордже. Какое время написано? Прошедшее время. Ага. А еще есть вот такой суффикс, да? Орла. Есть еще суффикс. Вот такой суффикс. Сейчас, минутку. Это прошедшее время. Я вам все написал, но мы сегодня только вот это должны рассмотреть. Ну, у вас в 5-м уроке. Я написал, дальше забежал вперед. Орла, орв и ордже. Чем отличается? Это 3 суффикса прошедшего времени. Давайте составим какие-нибудь предложения. Цасын ордже. Өчкүлдүр цасын ордже. Да? Өчкүлдүр цасын орла. Өчкүлдүр цасын орв. Да? Вот эти 3 фразы, 3 предложения чем отличаются? Ордже, өчкүлдүр цасын ордже, өчкүлдүр цасын орла. Прошедшее время, и это было вчера, и то было вчера. Югарны или грны? Вот это оказывается. То есть там написано научным языком, действие в прошлом обнаруживается в настоящем. Так же? То есть вы не знали, что вчера дождь пошел, снег пошел. Ну, проснулись утром. Или сёйнагат соснорджи, да? Вы же не были свидетелем, наверное, вы спали же, скорее всего. Действие в прошлом обнаруживается в настоящем. Суффикс «дже». Медгджаны? Өцкүлдүр цасын орла. Это уже точно я знаю, что вчера шел снег. Медгджаны? Прошедшее время. И өцкүлдүр цасын орв. Вот еще один суффикс «в». Вот этот суффикс «в» обозначает недавно прошедшее время. Не 100 лет назад, иногда там не месяц, не год назад, а вот, может быть, накануне. Кövün ордже ирыв. Только что мальчик вошел. Это где? Кövün ордже ирля тоже можно сказать, но это непонятно когда. А вот именно орв, это вот недавно вошел. Недавно прошедшее время, прежде прошедшее время и результативное прошедшее время. Практически как в английском языке получается. Хотя в учебнике, в этом уроке нет, но тем не менее, да? И, например, конечно, можно и такой. Вот. Хуры ода күртіл ора. Дождь до сих пор еще идет в настоящее время. Это где вот это? Ора. Орна идет вообще. Орджана сейчас идет. И ора до сих пор идет. Ну да, примерно. Эне кövün дектрен умша. Умша. Пока еще он книгу свою читает. Это где? Умшна он вообще читает, а умша пока еще читает. Орджана в настоящее время идет. Сейчас прям идет. Прошедшее время сразу и настоящее время мы сразу рассмотрели. И тогда уже будущее, тогда уже. Орхе пойдет завтра. Маңдур цасын орхе. Орджа болхи. Вот вам фраза.
предложение заканчивается на слово «болхи». Значит, вот это слово не глагол. Понятно? Это деепричастие соединительное. Когда, как там правильно сейчас я вам скажу, соединительное деепричастие образуется от глагольных основ, суффикс «дж», обозначает преимущественно действие, совершаемое одновременно с основным действием глагола. Одновременно. Ордже болхи. Вот основное действие болхе, а одновременно можно войти. Ну, например, ордже и рыв. Это вопрос, может быть, непонятный. Көвін ордже и рыв. И рыв глагол будет в прошедшем времени. А ордже это не глагол, ордже это деепричастие. У деепричастия нет времени. Ордже и рыв. Действие, совершаемое одновременно с основным. И рыв основное действие, а ордже он вошел. Ну, получается как? Вошел. Ну, пришел и вошел. Получается так. Пришел и зашел и пришел. Так получается. Или придя вошел, да. Придя вошел. Вот. Например, ирдже келив. То есть, придя к нам, он сказал. Сказал основное действие, там время есть. Келива, сейчас он сказал, да? А ирдже, там уже это не время, это деепричастие, это другая часть речи. Просто она одинаковая с глагольным суффиксом. Читайте какое-нибудь произведение, возьмите Балакан Алексея или еще кого-нибудь. Ну, не обязательно. Ну, Джангар сложнее будет, конечно, вам читать. Вы попроще что-нибудь, чтобы читать легко было. Я поэтому говорю Алексей Балакаев, у него хорошо написано в этом плане. Не обязательно, там, Гурван Зурук или же роман какой-нибудь, в конце концов, начните. Ну, какая разница, толстый он или тонкий. С карандашом сядьте, словарь возьмите и пошел. Так, ну все, оставляю вас с этими мыслями сегодня. До завтра. Размышляйте. Мы закончим сегодня урок. Сегодняшний урок заканчивается, 7-й урок. Смотрите правила. Попробуйте сделать какие-то упражнения. Завтра начнем с диалога. Сам бятн.